Қайырлы күн, достар, саламатсыздар. Всем привет. Сейчас я нахожусь в Тарас-Сити, в Казахстане. Меня зовут Аскар Абубакиров. Совсем недавно я запустил в социальных сетях программу, которая называется «Стажировка молодежи от 18 до 30 лет в лучших отелях Турции, 5-звездочных отелях». Мы запустили конкретную программу, бизнес-программу. Мы хотим, чтобы за 7-месячный период наша молодежь прошла хорошую стажировку в лучших отелях Турции, научилась, повысила навыки и вернулась в Казахстан, чтобы развивать именно совместные проекты, может быть, они придут на повышение и так далее. И наша задача, чтобы подготовить высоконравственных, таких передовых, креативных молодых ребят, которые будут в будущем возглавлять, развивать, создавать интересные проекты в индустрии туризма Казахстана в разных регионах. У нас программа ориентирована не только на южный регион, но в том числе ориентирована на весь Казахстан. И сейчас, вот, до этого я вам в социальных сетях говорил, что мы проведем прямой эфир с нашими партнерами из Турции. Ее зовут Мадина Джумаджанова, она представляет компанию Deluxe Company, является партнером, с кем моя компания подписала соглашение для стажировки молодых людей. И сейчас мы через несколько минут, через несколько секунд выйдем в эфир. Давайте подождем. И сейчас я вижу, что в эфир выходит Мадина, она находится в Анталии. Мадина, Салем, привет, как дела, как настрой на работу? Аскар, добрый день, мои дела очень хорошо. В Турции замечательная погода, мы работаем сегодня, работаем очень эффективно. Вот, как ваши дела? Надеюсь, что у вас все хорошо и все замечательно. Супер, Мадина. И вот первый вопрос, я хотел бы, чтобы вы в эфире сказали. Мадина, какую компанию вы представляете, что за компания, сколько лет работаете на своем рынке именно в этом направлении, в развитии туристической отрасли? Вкратце опишите, пожалуйста. Я непосредственно работаю в Deluxe Company, и наши партнеры Aza World Business – это непосредственно турецкая компания, которая здесь находится. И мы в сопартнерстве работаем сейчас над данной темой, да, стажировки. И на рынке мы уже более 3 лет, да. Большой у нас опыт, очень много клиентов было, которые приезжали сюда работать, и все оставались довольными, и многие даже здесь остались жить. Ахмед, за ваши ответы. И вот следующий вопрос. Наша молодежь пишет в социальных сетях, обращается мне в личку. Почему именно ваша компания выбрала Анталийский регион? В чем славится Анталийский регион? Не могли бы вы вкратце рассказать, почему именно в 5-звездочных отелях Анталийского региона? Вообще преимущество отдыха на Анталийском побережье, то, что есть море Средиземное, да. Вообще Турцию посещает ежегодно более 45 миллионов человек, да. На 2020 год пришлось всего 15-16 миллионов человек. Ну и то это большое количество для этой страны в столь нелегкое время. На 2021 год вообще планируется просто колоссальный отдых именно в сфере туризма, потому что именно сфера туризма несет большие экономические показатели этой страны, да. Вообще, почему мы сотрудничаем именно с Анталийским побережьем? Потому что здесь такие курортные зоны известные, как Сиде, Анталия, Алания, Кемер, да. Также есть возможность работать в Бодруме, Белеке и в Мармарисе. То есть очень крутые тут отели, крутой сервис. И вообще сюда приезжает очень много туристов не только из СНГ, но и из Европы. Супер, Рахмет. Я вот совсем недавно, да, буквально вчера, Мадина дал информацию, что я подготовил шпаргалку, правила, условия участия в нашей программе стажировки молодых людей. Все ли я охватил в этой шпаргалке, в этом документе? Может быть, что-то я забыл? Не могли бы вы дополнить? Я видела то, что вы подготовили шпаргалку. Спасибо вам большое. Это действительно очень удобно будет для наших будущих кандидатов. Но если у них будут возникать вопросы, пусть они мне пишут, звонят. Я с удовольствием тоже проконсультирую и расскажу более подробно всю информацию. Да? Еще один такой важный вопрос, который сейчас наша молодежь обращается.
Мы в нашей программе отметили, что участвуют ребята от 18 до 30 лет, да, то есть это молодежь. Но, тем не менее, в социальных сетях пишут очень много ребят, которые за 30. Кому-то 31, кому-то до 35, там, 33. Как вы думаете, могут ли они принять участие в нашей программе стажировки молодых ребят? Если возраст более 30 лет, ничего страшного, пусть тоже обращаются, потому что у нас были случаи, которые очень молодые выглядят, в принципе, и очень активные женщины, да, и молодые люди, которые просто хотят перемен в своей жизни и сезон поработать. И еще супер, Рахмет, Мадина, спасибо за ответы. Еще один такой очень важный вопрос. Мы в наших правилах и в нашем документе, в нашей шпаргалке указали, что рекомендуется знание иностранного языка. Ну, конечно же, это обязательно нужно знать казахский язык. Иностранный язык — это турецкий или английский приветствуется. Если среди наших ребят, может быть, у него горят глаза, да, вот он хочет развивать, хочет повысить навыки, хочет участвовать в этой программе. Вот видно, что этот молодой человек, он буквально горит, да, и он принесет очень большую пользу в целом для развития туризма и так далее. Какие будут от вас рекомендации, если он не столь владеет иностранным языком, к примеру, турецким или английским? Знание английского языка, конечно, является большим преимуществом, но это ничего страшного, потому что в Турции 50 на 50 туристов, как из Запада, да, так и из СНГ. Поэтому ничего страшного, тем более есть время у кандидата подготовиться. Наши все девочки всегда учили, готовились, серьезно к этому относились, поэтому у всех есть время подучить английский язык, и ничего страшного. Турецкий язык, он является дополнительным, да, языком, но самое главное, это, конечно, английский и русский. Теперь интересный вопрос по зарплате. Мы говорим, что наша стажировка оплачивается. Это очень важный вопрос, интересный вопрос, который задают наша молодежь. Вкратце расскажите, какая зарплата, какая минимальная зарплата, и сколько они будут получать, и в какие сроки и так далее. Пожалуйста, Мадина. Большим преимуществом данной стажировки является то, что она оплачиваемая. Вы получаете заработную плату ежемесячно на банковскую карту. Ну почему бы, да, и не воспользоваться такой возможностью? Это же здорово, находиться в Турции, получать какой-то опыт. Вообще заработные платы здесь в Турции, они будут являться очень средними, да, от $350 до $450, в зависимости от опыта человека и знания языков. Вот. Большим преимуществом будет являться, если человек имеет образование туризма. Супер, Үлкен рахмет, Мадина, за подробный ответ. Еще один вопрос. Давайте мы более уточняющие нашим молодым ребятам расскажем, что мы предоставляем, наша компания, что будет предоставлять, какое сопровождение, какие услуги, какой сервис. Пожалуйста, остановитесь на деталях. Вообще важным моментом является, это, конечно, одобрение со стороны родителей, потому что это большая ответственность самого человека находиться здесь за границей, да, получать какой-то опыт. Плюс находимся, конечно, мы тут, чтобы помочь кандидату будущему. Но непосредственно родители должны быть ознакомлены с договором. В договоре прописаны все пункты. Я всегда всем отправляю заранее, чтобы каждый человек изучил. Также стоимость программы стоит $350 и оплата поэтапная. То есть мы сделали максимально все удобные моменты для нашего будущего как сказать, кандидата, да, который будет находиться здесь в Турции, проходить такую большую классную стажировку международную. Поэтому с родителями всегда согласовывайте. Человек должен получить опыт, и он должен приехать с новыми силами в Казахстан и поделиться данным опытом, который он получил непосредственно в Турции, в своей стране. Это очень важно, потому что человек едет туда, чтобы получить опыт. Ну, Мадина, я думаю, пока на первый раз этого хватит. Очень рад, что мы вышли с вами в прямой эфир, и мы будем постоянно выходить в прямой эфир, рассказывать детали нашей программы. Очень много, я думаю, будет нюансов, которые будут задавать наша молодежь, наши претенденты на участие в нашей программе. Мы должны простым языком детально рассказывать им, какие их ждут
какая их ждет ответственность, что они перед собой, какие должны ставить задачи и так далее. Да? Потому что наша задача, наша миссия, чтобы мы подготовили именно тех ребят, которые бы взяли эти навыки, научились, пусть это будет с маленького ресепшена, да, но они приехали, и вот этот сервис они увидели своими глазами, потому что очень много ребят не имеют возможности выезда куда-то за рубежом, и они могли приехать, возвратиться и развивать наш сервис, нашу качественную индустрию туризма уже в Казахстане. И біздің мақсатымыз қарапайым тілмен, жалпақ тілмен, сондай біздің келісімшартқа белгіленген нәрселерді қарапайым тілмен жеткізу. Сонымен бірге сол жақта болатын қандай да бір мәселелерді алдын ала біз айтып тұрсақ, осындай эфирге шығып, көп нәрселерді бірге айтсақ, өте керемет болатын еді. Мадина, үлкен рахмет сізге, Анталиядағы біздің қазақ бауырларымызға үлкен рахмет. Сәлем айтыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар, давайте удачи. Я думаю, еще мы впереди будем вместе с вами озвучить очень много деталей. Переместила свою геолокацию, да, хотела показать здесь то, что мандарины цветут, хорошая погода, еще раз напоминаю. Спасибо вам большое, буду все время на связи, подписывайтесь на мою страницу Мадина, _ Номад, буду с удовольствием вас оповещать, что происходит в данной стране, да, как это все будет происходить, более детально буду вам рассказывать, показывать. Ну и вообще давайте пишите, с удовольствием вам расскажу. Все-таки перемены всегда к лучшему. Спасибо вам большое, Оскар. Пока-пока. Всем спасибо, что вы приняли участие в нашем прямом эфире. Мы будем детально рассказывать про эту программу, сколько людей записалось, как они записались, какие есть вопросы, какие и так далее. И наша задача максимально, это первая программа, по крайней мере, для моей команды. И я надеюсь, что она будет удачливой. Ниетіміз осы біздің жастарымызды кішкене көздерін ашып, кругозорын көбейтсек, соларда тәжірибесін дамытсақ, сосын елге оралып, осы жерде өзіміздің жаңа форматта, жаңа толқын, жаңа белестерді бағындыратын жастарды, осы креатив мышлениясымен, дизайн мышлениясымен келетін жастарды тәжірибесін сол жақта ұйымдастырып, одан кейін ауылға келіп, соны өзіміздің туристік сервисті, туристік бизнесті әрі қарай дамытатын азаматтар болса, біздің де осы саламыз жақсы дамиды. Сол себептен аман болыңыздар, ауырмаңыздар, кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сау болыңыздар. Пока-пока.